Значительно возросшее потребление и экстремально высокие температуры стали причиной участившихся перебоев с водоснабжением в регионе. Жители села Плиево сталкиваются с отключениями воды или резким снижением ее напора регулярно. Дневная температура воздуха уже несколько недель превышает отметку в 30 градусов. В таких условиях доступ к питьевой воде становится критически важным. В ответ на сложившуюся ситуацию развернута работа по подвозу жизненно необходимого ресурса. Но уже месяца два воды нет у нас, мы сидим без воды. Работа проводится усилиями специального автотранспортного предприятия при правительстве Ингушетии. Специализированные водовозы курсируют по населенным пунктам, доставляя воду прямо к домам жителей. Система простая и эффективна. Жители подают заявки в администрацию села и на следующий день уже получают полагающийся кубометр. Мы стараемся как-то помогать им, потому что у нас, видите, две водовозки, бывает три водовозки, в зависимости от заявок. Сегодня у нас 17 заявок на сегодняшний день. Вчера мы выполнили 18 заявок. Позавчера 19 заявок выполнили. Вот. И с каждым днем все больше и больше заявок бывает. В доме Плиевых воды нет уже месяц. С маленьким ребенком это особенно сложно. До сих пор покупали, говорит глава семейства. Альтеево, Псидах, Инарки, Нестеровская, второй микрорайон Малгобека, Карабулак. Во всех этих населенных пунктах также проблемы с водоснабжением. Для их решения увеличена добыча и транспортировка воды. В дневное время есть перебои, низкое давление. Это все жалобы, которые поступают нам на диспетчерской, мы на них реагируем. Все, что возможно делать со стороны единого оператора, мы круглосуточно работаем. В данный момент мы находимся в городе Карабулак, где мы совсем недавно проводили работы по замене центральной линии водовода по улице Жебагиева диаметром 220 миллиметров, где улучшается водоснабжение в центральной части, да и в целом в городе Карабулак. А вот данная работа, которую вы можете наблюдать, это уже второстепенная работа, это поперечные улицы. Улица Комарова – одна из 4, на которых за последнее время средствами единого оператора в сфере водоснабжения и водоотведения поменяли трубопровод. Причина замены в его ветхом состоянии. Работы начали несколько дней назад. Завершить планируется до конца этой недели. Последний год, да, можно сказать, большие проблемы были с водой, с водоснабжением. То, что сейчас здесь огромную работу провели по улице Жебагиева, после этого у нас вода пошла. И по улице Балкоева пошла, по улице Оздоева, Комарова уже очень хорошо идет вода. Водоканал, я 100% уверен в этом, что огромную работу провели. Жители надеются, что предпринятые меры позволят преодолеть последствия аномальной жары и заметно улучшат водоснабжение. Хадиджа Ивлоева, Абдулла Тангиев, Магаз 20.